Тенгиз, здравствуйте. Я рада приветствовать вас вновь в нашей студии. Здравствуйте. Рад, что позвали. Спасибо за приглашение. 16-я российско-китайская ярмарка культуры и искусства проходила на севере Китая. Что запомнилось тебе больше всего в этой поездке? Атмосфера, организация, общение с китайскими коллегами или что-то совершенно неожиданное? Проект проходил начался в Амурской области, в столице Амурской области Благовещенске. Мы прилетели с Москвы. Долгий перелет, 8 часов. Прилетели, дали концерт в Благовещенской филармонии. На следующий день мы переплыли, так скажем, в Китай, потому что у нас там через Амур. Дали концерт в Китае, в филармонии, в городе Хайхэ. И на следующий день был еще один завершающий концерт в Благовещенске, на площади, на берегу Амура. Там большое массовое мероприятие. Была представлена и музыкальная часть, были промыслы, там и китайские какие-то вот изделия, и российские были. Был наш концерт, потом был пекинский оперный театр, еще представлял какую-то программу свою. Ну, насколько я поняла, довольно крупное мероприятие, традиционное. Да, достаточно масштабно все проходило. Вы понимаете, это стоит больших усилий собрать воедино такую немаленькую бригаду, отправить, чтобы это и по времени так получилось. Потому что состав был очень разный. То есть это был ансамбль «Россия» и очень много приглашенных артистов. С Башкортостана был Борис Дяков, в Москве, заслуженный артист Республики Хакасия. Потом к нам еще присоединились дополнительно солисты. С Магадана была солистка, с Бурятии были солисты. То есть так достаточно Россию тоже представляли не только решили представить в этом году не народными, просто только русскими народными произведениями, а решили Россию в более многообразии показать, представить китайскому зрителю. Тенгиз, ты выступал в составе прославленного коллектива под руководством Дмитрия Дмитриенко. Как проходила репетиционная работа, как твоя манера игры на национальном инструменте органично вписалась в звучание русского народного ансамбля и «Остинская фантазия» прозвучала в твоем исполнении специально для китайской публики. Почему выбрал именно это произведение для фестиваля? Это произведение было написано в 2025 сентябре. Был фестиваль, который называется «Современная музыкальная карта России». И со всех регионов просили какую-то небольшую визитную карточку. Был регламент, что произведение было не более 4 минут, чтобы оно умещалось. Мероприятия проходили ряд концертов. Было 4 концерта подряд. Проходили в мастерской 12 Никиты Сергеевича Михалкова. И где, собственно, была представлена, можно сказать, вся Россия в ее музыкальном таком облике. Все проходило под аккомпанемент ансамбля «России» и оркестра Юрия Башмета. Башмет тоже принял в этом участие. Так что репетиции, на самом деле, этого произведения, и произведение было специально написано уже под оркестр народных инструментов, под русский состав, так скажем, под оркестр русских народных инструментов. И мы его репетировали еще тогда. Он уже прошел определенный путь. Мы сыграли его в мастерской 12 Никиты Сергеевича Михалкова в сентябре. 4 ноября мы его сыграли на главном, так скажем, концерте страны ко Дню народного единства в Национальном центре «Россия». Это не первый раз я с ними исполняю. В этот раз тоже решили его исполнить теперь уже в рамках другого фестиваля. Кавказские мелодии для китайской аудитории довольно необычные. Чувствовал ли ты живой отклик зала, эмоций людей после выступления, которые тебя особенно тронули? Вы знаете, я попытался, во-первых, если про произведение собрать максимально разнохарактерные такие наши произведения. Из наших произведений, из остинских, это произведение Булата, это произведение в середине у нас лирическое «Ах, любовь» Феликса Алборова и более темповой финал тоже. Мы вернулись к Булату Газану. Где-то лейтмотивом проходят еще народные мотивы. Сашуша канон там идет контрапунктом, где-то там небольшой есть отголосок. Как принимали, во-первых, артист на сцене, наверное, не столько думает, как-то анализирует именно это. Да, были аплодисменты, все было хорошо, я дошел до конца.
Есть еще специфика китайской аудитории. Ну, по записи, когда мы вернулись обратно в Благовещенск, и девушки, которые ездили с нами с Благовещенска и снимали все это, показывали директору филармонии Амурской области. Она очень удивилась, Ольга Николаевна, очень удивилась, говорит, что китайцы, они вообще очень скупы, так скажем, на аплодисменты. Ну, у них другая культура аплодисментов. То есть это обычно очень коротко, и все. Ну, вот там, что ты отыграл, тебе похлопали там секунд 5-10, и ты уходишь вот уже без аплодисментов, пока артист там поклонился, все, ты поклонился, а аплодисменты обычно смолкают. В этот раз, ну, она прям удивилась, все, не только там, мой номер, так скажем, да, все номера прошли, я считаю, с большим успехом. Но по отзывам людей, которые имели какой-то опыт именно с китайской публикой, они сказали, что это, можно сказать, фурор какой-то. Неожиданно было для нее, что китайцы вообще так реагировать могут. Твое участие можно назвать символом единства и богатства российской культуры. Насколько осознанно принимаешь на себя такую роль быть проводником осетинского музыкального наследия на международных площадках? Роль, мне кажется, каждого музыканта в целом, да, зрелого, чтобы нести, если мы про национальную культуру, нести ее в массы. То есть здесь в Осетии мы знаем, нести в массы ее надо и в Россию как можно больше, чтобы узнавать друг о друге. На самом деле, я чуть, наверное, вернусь к предыдущему проекту прошлого года, потому что он больше запал мне даже, да, в душу, этот музыкальный проект «Современная музыкальная карта России». Все многообразие России, оно очень удивительно, оно очень многогранно. Мы большинство не знаем, даже живя здесь. Я не говорю про китайцев. Потому что для меня было, хотя я музыкант, и вроде мы слушаем и на концертах бываем и такую музыку, и другую музыку для общего там понимания, для расширения какого-то кругозора. Не то, что показывают там по телевизору, либо на поверхности где-то витает в интернете. Но находясь вот на таких масштабных мероприятиях, где показывается, опять же, да, разная культура, ты узнаешь очень много нового. Очень много нового, и удивляешься, почему я до этого не слышал, почему я не знал, что вот там, условно, в Алтайском крае такая, что вот в республике Тыва вот такое вот горловое пение есть, там 3-4 видов и так далее. Очень много нового. То есть для нас, для не только осетинского, но даже для всего российского зрителя, основного Центральной России, очень много нового. Это не потому, что мы там приехали, мы не знаем. Для всего российского зрителя Министерство культуры Российской Федерации там на какие-то проекты говорило, почему это не в Кремле, почему это не на большой сцене, почему это не на первом экране. То есть очень мало людей знает об этом. Это вот на сегодняшний день какой-то определенный маяк лично даже для меня, что это надо показывать. Вот в этом году мы тоже проводили фестиваль, я привозил Калмыкию с большим таким концертом. Был национальный оркестр совместно с хором, спектакль «Бумба». Музыка написана специально на национальный, на калмыцкий эпос. То есть там максимальная концентрация вот их, так скажем, народной культуры. Там и музыкальные инструменты, и голос, пение национальное, и плюс еще и национальное показан. То есть это вот такой концентрат, да, вот национальной культуры. Много всего такого, чего мы не знаем. Это было очень интересно. Зрителям тоже здесь, мне кажется, очень понравилось. Этот спектакль был представлен в Москве в прошлом году, я его видел, поэтому решил в этом году привезти к нам в республику. Настолько многогранна, на самом деле, Россия, что вот, я об этом где-то уже даже говорил. Мы очень много знаем, еще раз скажу, потому что не все это наверняка слышали, очень близко знакомы с культурой Европы. Так или иначе, через фильмы, через что-то мы знаем итальянскую, французскую, неважно, испанскую, и кухню, и танцы, и музыку, никак мы все хоть как-то знаем, да, вот, хоть на поверхности, даже если мы специально не углублялись. А Россию, собственную страну, вот, что у нас в разных регионах совершенно разная музыка, разные музыкальные инструменты, и мы не знаем многого. И мне это как-то, не то, что это даже задело, мне это стало подталкивать к чему-то, вот, начать вот какое-то такое более активное движение в эту сторону. Не только в рамках академической такой музыки, даже академической осетинской музыки, а как-то вот показывать и пытаться людям доносить, что есть вот такое. Ведь мы познаем даже свою собственную культуру. Чем больше мы знаем, да, вот соседние регионы, еще что-то, мы можем и свою уже более так оценить масштабно и более конкретно. После этой поездки можно ли говорить о перспективе для новых проектов с ансамблем «Россия» или совместных выступлений с китайскими музыкантами в будущем? С ансамблем «Россия» мы уже давно, можно сказать, даже дружим. Мы
Коллеги-то да, уже с 2017 года мы совместно выступали, они приглашали нас в Москву, мы приглашаем их сюда. Это на сегодняшний день один из ведущих коллективов страны. Они очень часто приглашали нас на какие-то большие мероприятия. Это и Кремлевский дворец, мы выступали 2 раза по их приглашению. В 2022 году, в 2024 году приглашали нас. Первая наша поездка на Ленинские горки, на концерт памяти Людмилы Георгиевны Зыкиной, тоже приглашали они нас. На сегодняшний день это, можно сказать, двигатель прогресса вот в национальной культуре. Они в России сейчас №1 в плане того, насколько масштабные проекты они реализуют и как они привлекают еще остальные коллективы, других людей и вокруг себя собирают просто серьезную такую бригаду, да, союзников таких, которые вот мыслят в одну, так скажем, сторону. Но этому подтверждение, наверное, их участия в этом году, потому что, насколько я знаю, в разные периоды, в прошлом году, позапрошлом году это был хор Пятницкого, Гжель, ну и другие именитые такие ансамбли, которые очень известны не только в России, но и далеко за ее пределами. Они очень активно гастролируют, они открывали до этого Дни российской культуры в Бразилии. Сейчас вот за короткий период они были и также в Таиланде выступали, там выступали. В рамках следующего проекта там солистов они отправили «Притяжение Байкала», тоже музыкальный фестиваль, где мы выступали дальше после Благовещенска. Они отправляли в Монголию солистов. То есть они максимально концентрированы, они вот на первых строках везде и у министерства, и у правительства, и они делают очень много для страны, для нашей культуры. Мне кажется, участие в вот таких фестивалях – это уникальная возможность и уникальная площадка для взаимообмена с коллегами, для того, чтобы узнавать что-то новое. Вы правильно сказали, это всегда общение, много общения с разными музыкантами, с коллегами из разных регионов. Вот в конце прошлого года, в декабре, состоялся форум всероссийский оркестров и национальных оркестров России, куда также с нашего оркестра имени Булата Газданова там, мы взяли 5-6 человек молодежи и отвезли туда. Там 4 дня было полных репетиций, собрали большой оркестр, более 90 человек, по-моему, присутствовало в этом оркестре, и были разные дирижеры. Да? В каждом там какое-то произведение дали дирижировать. Артисты были совершенно разных коллективов. Кто-то еще даже вообще не работает в коллективах, кто-то там студенты вузов московских и так далее. И все вот сидели рядышком, всех перемешали. Это не было так, что тут вот отдельно сидит группа из, там, не знаю, Осетии, тут еще откуда-то. Всех перемешали, все друг с другом общались, естественно, коммуницировали, видели, как играют в других районах, в других регионах. Появляются какие-то связи. И плюс, опять же, многие люди с отдаленных регионов, они такой уровень не видели. Они не выступают отдельно, допустим, на таких площадках. Концерты состоялись в Светлановском зале Дома музыки, в колонном, легендарном колонном зале Дома Союзов. Для многих музыкантов это просто честь выйти на эту сцену. С легендарными солистами, которые были приглашены на все эти мероприятия. Там и профессура Российской академии Гнесиных, и вокалисты, одни из лучших, которые представляют на всех федеральных площадках нашу страну. Ну и хочу вернуться все-таки к фестивалю. Скажи, пожалуйста, было ли вот это ощущение гордости, когда ты находился на этой сцене за рубежом? Вот что вот ты чувствовал? Я даже не знаю, как это правильно сказать. Это даже не столько чувство гордости, сколько чувство удовлетворения какого-то. Что ты смог. Вот даже хоть на эти там 4 минуты где-то, да, если это вот в рамках одного произведения, показать хоть немного культуру своей республики. Это не столько гордость, что вот я тут где-то в Китае выступаю, а то, что вот астинская гармоника, астинская музыка прозвучала в Китае, либо там даже в Благовещенске, где бы ни было, там в других городах, когда ты выступаешь, это вот какое-то чувство удовлетворения, что я смог вот хотя бы немного познакомить другую публику с нашим национальным искусством. Участие в мероприятии, наверное, значимое событие в вашей жизни, с учетом того, что вы представляли не только Северную Осетию, но и Северокавказский федеральный округ. Да, можно и так сказать, потому что все-таки эта гармоника, у нас одни корни, да, одинаковый инструмент. На этом инструменте играют во всех регионах, во всех Кавказских республиках. Можно, да, сказать, что это честь.
Это интересное, в первую очередь, такое... Опыт интересный. Опыт, конечно, да. Вы знаете, любой концерт – это всегда большой опыт. Особенно, когда это большие гастроли, когда это тесная связь, и ты смотришь не только даже на музыкантов. Ты каждый такой концерт смотришь, как работают, ну, условно, там, как звуковики отработают, как там рабочие сцены работают. Каждый концерт ты наблюдаешь и репетиционную часть, эти чек, ну, как проходят вот чеки, вот, ну, как так называемые, да. И все вот это ты смотришь и думаешь, так, вот это надо взять себе на заметку. Вот здесь, ага, вот здесь он интересно сказал, тут вот стул по-другому, условно, да, скажем, там поставили, вот по-другому мониторы стоят, надо это использовать. То есть это всегда это большой опыт, это счастье находиться с такими коллективами, с такими солистами на одной сцене, за кулисами. Это всегда большой праздник для человека, для артиста, для любого артиста. Это вне зависимости от опыта, сколько бы этих мероприятий не было, и каждый раз есть что нового почерпнуть. Мне кажется, для артиста это жизненно необходимо. Вот каждый раз куда-то выезжать. Потому что вы понимаете, вот мы выступаем у себя в республике, у нас есть наш зал, да, благодаря там Вячеславу Зелимхановичу, который нам на проспекте дали. Есть площадки, на которых мы уже выступали столько раз, что нет, вот волнение всегда присутствует на любом концерте, но все равно ты приходишь, тот же, там, допустим, Остинский театр, ты себя чувствуешь как дома. Ты знаешь, кто тебе будет ставить микрофон, ты знаешь все, и все, ну, как бы о каждом, вот ты уже заранее можешь понять, какой это будет концерт, грубо говоря. Понятно, что это всегда спонтанно, все может быть поменяться в любую секунду, но в целом ты понимаешь, чего ждать основу. А каждая поездка, каждый выезд и сольно, и коллективом это, естественно, всегда интереснее. Это новые эмоции, новые ощущения, новый опыт, опять же, да. Это, ну, максимально важно для всех. Для развития всего, в принципе, творчества нашего, для каждого артиста. Тингиз, я благодарю вас за то, что сегодня нашли время и пришли к нам в студию. До новых встреч и новых планов, новых свершений вам. Спасибо вам большое за интересный разговор и беседу.